Общая история, общая трагедия, общая радость на две семьи. Главам семейств Дударовых и Шамановых всегда есть о чем поговорить, что вспомнить. Знаются они уже более 70 лет. С тех времен, когда десятки тысяч ни в чем не повинных карачаевцев и ингушей стали изгнанниками, потеряв свою малую родину. Было это в 40-х. Но несмотря на прошествие времени, которое, как считается, лечит, память о народной трагедии жива. Вместе пройдя годы испытаний, ингушская семья Дударовых и карачаевская Шамановых продолжают вести дружеские и родственные связи. Да их фамильные рода имеют генетическое родство еще издревле. На сей раз собрались в ауле Гюрюльдиук Усть-Джигутинского муниципального района в доме Амыра Шаманова. Встречали дорогих гостей из Республики Ингушетия Амира Хаджи, Тамерлана, Али и Хасмагомеда Дударовых, как подобает, тепло и радушно. Но какие же посиделки без воспоминаний о былом? Когда-то в детстве я это от своей бабушки, от отца слышал, но сейчас уже, когда вот в этом возрасте, уже взрослом, и по новой, когда каждый этот момент через себя пропускаешь, как в тяжелых условиях, лично вот наша семья, имеется в виду мой дед, моя бабушка, мой отец, как это переносили, как друг другу соседи помогали. Просто за переезд одного села в другой до 10 лет заключения и так далее. Одновременно я хотел бы сказать, конечно, огромное спасибо народам Казахстана и Киргизии, которые приютили наши народы, которые не дали погибнуть им. В этот день разделить встречу братьев Дударовых и Шамановых приехали также старейшины и молодежь рода Шамановых, а также первый заместитель министра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати республики Ислам Хубиев, руководитель общественной организации Карачай-Лан-Халк Манав Батчаев. Не дай Бог Всевышний, не дай Всевышний испытать такой ужас, который испытали наши отцы и деды. У меня отец 93 года, вот он во время высылки был где-то, лет 20 ему. Он я помню все, что там было, и как наши народы провели вот эти несчастные 13-15 лет ссылки в Казахстане, в Киргизии. Процесс высылки был одинаково жестоким, что в Карачае, что в ингушских аулах. Лютая зима. Но тем не менее, брать с собой разрешалось только небольшой запас еды и одежды. Далее тесные товарные вагоны и дорога в никуда. Ситуация приобрела особую трагичность еще и в связи с тем, что дело происходило в самый разгар Великой Отечественной войны, когда все мужское население, способное держать оружие в руках, сражалось на фронтах, проливая свою кровь в битвах с фашистами. Никто и не догадывался, что в это время их жен, матерей и детей постигла не менее страшная доля. По пути следования к новым местам жительства тысячи людей, особенно дети и старики, умирали от холода, голода и эпидемических заболеваний. Смертей пережили много. К весне 1944 года очень много народ, многострадальный, сильно пострадал. Умерших было много. Стойко переносили все тяготы и вместе с другими народами, бок о бок дружно жили. Но преодолеть дальнюю суровую дорогу, как оказалось, было еще не всем испытанием. С первых же дней расселения для всех депортированных был установлен специальный комендантский режим, по которому люди просто-напросто теряли друг друга. Им под страхом каторги запрещалось переезжать из одного населенного пункта в другой или же навещать родственников. Будучи в депортации, будучи братскими народами, мы всячески поддерживали друг друга. И морально, и материально. У нас было здесь 6 детей у матери. Бабушка с нами была, мать тоже. И вот такой тяжелый момент, ни еды, ни жилья, ничего. К нам пришли на помощь ингушские парни. 2 брата, Асламбек и Сосланбек. Вот эти ребята были всегда с нами. Моя мать, как своих братьев, ценила вот этих 2 братьев. Во время выселения в Азии мы жили рядом, поддерживали друг друга, помогали всячески. Долгих 14 лет были в Казахстане. А по возвращении на родину мы нашли через связи друг друга. И вот сегодня, встретившись с нашими братьями из Ингушетии во дворе Амыра Шаманова, рады очень встрече. Они и ранее навещали своих родственников. Дай Всевышний, чтобы ни один народ больше не испытал такого горя, что испытали мы.
до боли похожие истории. Людей убивало уже одно только несправедливое политическое клеймо. Как возможно в одночасье стать врагами народа? И впереди неизвестность и пронзительный свист степного ветра. От полной безнадеги спасали братские отношения между народами, которые режим так хотел обезличить и уничтожить. Но люди держались из последних сил, делились крошками хлеба и теплотой в сердце. Мы по соседству там жили. Конечно, родство продолжалось и там. Как говорят, горе объединяют, а кавказцам тем более, что у нас родственные отношения были. Ингуши были незаслуженно высланы, даже наша республика не была оккупирована фашистами. Тем не менее, ингуши были высланы. Свидетельством братских отношений послужило и приветственное письмо старейшины рода Дударовых Мурада Хаджи, отца Али и Хасмагомеда, адресованное братьям Шамановым. В письме говорилось и о том, которое, кстати, и зачитал Амир Шаманов, что представители обоих родов должны помнить об испытаниях, которые им пришлось пережить в годы ссылки, и сохранять братские отношения такими, как требует мусульманская вера. У меня дядя, отца брат, жил вместе с ингушами. Моя цель, самое главное, сплотить Дударовых и Шамановых, так как они одной крови. Я думаю, никто, не только наши Шамановы, Дударовы, но и любой другой здравомыслящий не захочет потерять своих родственников, братьев. В этот день первый заместитель министра Карачаево-Черкесской республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев подарил всем гостям свои авторские книги о депортации народов. Чудо случается там, где в него верят. Вот и предки Шамановых и Дударовых верили в торжество справедливости и изо дня в день старались бороться со смертью недугами. Они рассказывают реальные истории, иной раз думаешь, было ли это на самом деле. Конечно, для современного человека, для молодежи трудно это все понять, осознать, что на долю этих детей, это дети войны, к сожалению, уже старшего поколения не осталось, и они вспоминают свое трудное детство. Общее горе не просто сплотило людей, а оно привило жажду жизни, научило острее понимать ценность мирного неба над головой, дружбы и человеческого тепла. Евгений Бушмин, Асият Мамаева, Далиль Мирза, Владислав Лукьянов, телеканал Архыз-24 специально для НТРК Ингушетия.